вторых международных зимних игр «Дети Азии». В матче встречаются команда Кузбасс Кемеровской области и команда Уральского федерального округа. Прослушайте составы играющих команд. Команда Уральского федерального округа. Федор Кожик, номер 1. Сергей Соколкин, номер 25. Никита Полковчук, номер 3. Артем Конюков, номер 5. Андрей Мамай, номер 6. Михаил Гамзаков, номер 7. Александр Коваленко, номер 8. Данил Сысоев, номер 9. Прохор Ашихмин, номер 10. Иван Сокольский, номер 11. Филипп Морозов, номер 12. Егор Мурашов, номер 13. Александр Степанов, номер 14. Иван Урычев, номер 15. Степан Расторгуев, номер 16. Лавр Кашилов, номер 17. Савелий Ивонин, номер 18. Александр Пимет, номер 19. Михаил Хабаров, номер 21. Тимофей Чернев, номер 22. Андрей Вахмянин, номер 23. Дмитрий Исаев, номер 24. Главный тренер команды Роман Кулевский. Состав команды Кузбасс. Василий Павлинский, номер 31. Михаил Бронников, номер 70. Тимофей Дудченко, номер 4. Артем Лычко, номер 5. Кирилл Богданов, номер 9. Егор Хананьев, номер 11. Владислав Жуликов, номер 14. Виктор Тедяйкин, номер 17. Даниил Паркачев, номер 20. Дамир Абдабылов, номер 22. Тимофей Казбанов, номер 23. Валерий Володеев, номер 27. Евгений Ершов, номер 35. Никита Варнер, номер 37. Марк Калинин, номер 71. Сергей Воронов, номер 72. Владимир Кашев, номер 74. Андрей Миронов, номер 77. Семен Герасимов, номер 87. Павел Костников, номер 88. Ян Деников, номер 96. Даниил Фролов, номер 97. Главный тренер команды Илья Захаров. Уважаемые зрители вторых международных зимних игр «Дети Азии», мы рады приветствовать вас на арене кузнецких металлургов имени Олега Короленко. Арена кузнецких металлургов имени Олега Короленко – это новейший и многофункциональный ледовый комплекс, расположенный в самом центре Новокузнецка. Одна из немногих современных масштабных зон спорта и отдыха в Кемеровской области. Арена имеет огромное значение не только для спорта высших достижений, но и для развития любительского, детско-юношеского спорта, массовой физической культуры, а также общественных и культурных проектов. На все дни игр в фойе арены для вас работают торговые ряды, фотозоны и мастер-классы. Желаем вам приятных впечатлений!
Всем привет! Меня зовут Илья Сорокин. Я воспитанник Междуреченского и Кузнецкого хоккея. Ныне вратарь национальной хоккейной лиги команды «Нью-Йорк Ангелс». Дорогие друзья, в этом году наш регион стал столицей международных спортивных игр «Дети Азии». Сегодня вы часть этого масштабного проекта, который объединяет спортсменов и все спортивное сообщество азиатского континента. Хочу вам пожелать успехов, отличных результатов и пусть победит сильнейший. Удачи нашим спортсменам. Подкручу здесь себя как нужно. Раз, два, три, 4, 5. Звук есть и в ушах, и себя имею в виду, и интершум тоже. Так, вот хорошо. Да, спасибо. Ну что, дорогие друзья, все любители хоккея, мы приветствуем вас. Давайте поддержим команду аплодисментами. 5 минут до начала матча. У нас сегодня большая просьба ко всем зрителям. Давайте максимально приветствовать наших спортсменов. Давайте сделаем для них праздник такой же, как и они делают для нас. Поэтому ура!
специально, вот кто видит себя на экране, давайте придумаем какой-то знак обозначения, лайк, я не знаю, там, снять очки, показать себя без очков. Так, девчонки, привет. И мы вас приветствуем, друзья. Давайте максимально хорошее настроение сделаем сегодня для себя и для наших спортсменов. Встречаются команды Кузбасс, команда Уральского федерального округа. Друзья, здравствуйте! Добро пожаловать на вторые зимние международные спортивные игры «Дети Азии», которые в эти дни проводятся в Кузбассе, в Кемеровской области. И прямо сейчас речь пойдет о хоккейном турнире, но сначала гимн. Все подготовительные мероприятия позади, впереди хоккей — это самое главное. Судьи сегодняшнего матча вашему вниманию. Как я уже говорил, позади групповой этап. Сегодня чуть ранее прошел и первый полуфинал, в котором сборная Сибирского федерального округа переиграла округ Дальневосточный. Перед вами состав команды Уральского федерального округа. Сегодня эта команда играет против Кузбасса. Я думаю, что вы уже по ходу гимна успели разобраться, что Урал играет сегодня в белом, Кузбасс в черном. Разумеется, игра весьма интересная. И прежде всего, если мы говорим про
подопечных вот этого человека. Все-таки представлены ребята, которые выступают в городах вроде Магнитогорска, Челябинске, Перми, Екатеринбурга и так далее. А вот здесь, конечно, уже в Кузбассе прежде всего парни, которые родились в Новокузнецке и представляют именно школу новокузнецкого металлурга. Поэтому на самом деле хватает интересных ребят, о которых стоит поговорить. И, скажем, если вдруг вы уже успели, например, проследить за турниром для сборной Ю-16, который прошел в ноябре, то некоторые ребята из тех, кто играли тогда, играют и сегодня. Поэтому сегодня мы говорим не просто про противостояние команд из разных округов, но еще и говорим о том, что здесь есть очень классные ребята, которые выступают и за сборную России. Практически все готово к началу этого матча. Матч, надеюсь, очень яркого, потому что хватает классных исполнителей, что в одной команде, что в другой. И хочется и вам, друзья, пожелать хорошего просмотра и, разумеется, самим игрокам великолепного хоккея. Собственно, поехали. Игра началась. Первое выбрасывание за Кузбассом остается. В первом звене сегодня у этого коллектива заявлены Семен Герасимов, Егор Хананяев и Данил Прокачев, плюс Ян Тиняков и также Виктор Тетягин. Это уже защитники. Что касается команды Уральского федерального округа, повторюсь, сегодня Кузбасс играет в черном, Урал в белом. Здесь Егор Мурашев, Иван Сокольский и Александр Пимен, плюс Александр Коваленко и Иван Урычев. Это первое звено, ребята, которые прямо сейчас, собственно, и вышли на площадку. Выиграли вбрасывание парни из Кузбасса, попытка броска, еще раз добивание. Мгновенно после этого, но все-таки доставить шайбу до ворот не получается. На самом деле был непростой путь к этому матчу, и разные группы на этом турнире. Есть ребята, которые представляют даже Кыргызстан, Узбекистан. Там на самом деле своя система проведения именно для этих команд. Но что касается ребят вроде Кузбасса и Урала, то они были в разных группах. И Кузбасс по ходу группового этапа играл против сборной Дальневосточного округа, играл с Якутией. И был также еще один матч против сборной Казахстана. Но что касается Урала, то здесь очень уверенно удалось пройти групповой этап. Было всего-навсего 2 встречи, но в отличие от ребят Кузбасса мы отмечаем то, насколько мощно удалось пройти те самые встречи. И перевес по счету был раз за разом довольно крупным. 9-1 в игре с Сибирским округом и со сборной Беларуси 7-1. То есть в сумме за 2 встречи удалось забросить аж 16 шайб. И, разумеется, это очень много. Даже для детско-юношеского хоккея. Позади уже первая минута этого матча. Именно Урал продолжает наседать. Тут же следует дальний бросок. Но пока с всеми угрозами, которые есть сегодня, вратари справляются. Что касается вторых звеньев, то сегодня Исаев, Гашилов и Коников, плюс Мамай и Гамзаков. Это ребята из Урала. Но у Кузбасса Воронов, Володеев, Богданов, плюс также в заявке сегодня Валерий Володеев и Тимофей Дудченко. Здорово играет вратарь на сей раз. Позади почти 2 минуты и очень активное начало. Силовая борьба, разумеется, куда же без этого. Ответ парней в белом, обратную сторону. И попытка уже доставить шайбу до дальнего нападающего. Это, кстати, проходил центральный форвард третьего звена Андрей Вахмянин. По краям у него Сысоев и Степанов на этом турнире выступают. Следом дальний бросок от Сысоева. Полтавчук и Чернев. Это еще одна пара обороны. Но, в свою очередь, у Кузбасса Жуликов в центре, Казбанов и Лучко по краям. Качев и Бортников выступают в линии обороны. Вновь проход на скорости Сысоев. Попытка броска, шайба не доходит до вратаря. И позади в этом матче 2,5 минуты. Заметьте, что пока пауз особо и нет. И надеюсь, что темп будет очень хорошим на протяжении всех 60 минут сегодняшнего матча. Борьба в нейтральной зоне. Ребята из третьего звена все-таки у Урала забирают шайбу, но пора уже, наверное, поменяться. И ждем появления Морозова, Расторгуева, Ашихмина, плюс Ивонина и Хабарова. У Кузбасса против этих парней сегодня на льду будут появляться Марк Калинин в центре, по краям Евгений Ершов и Даниил Фролов, плюс Мурылев и Вагнер. Это ребята, которые играют в линии защиты. Попытка прохода вновь на скорости, прямо через центр, весьма неплохо. Это уже Ашихмин. Пас на синюю, дальний наброс, и шайба уходит в угол, бросал Савелий Ивонин. Пожалуй, наиболее ярко этот турнир проводят ребята вроде Гашилова, Исаева, Сокольского, того же самого. У каждого из них по 2 гола. Ну и, разумеется, Сысоева нельзя не выделить, потому что успел оформить дубль в игре против Беларуси. До этого тоже была шайба
Поэтому достаточно ребят, которые могут взять игру именно на себя и за счет индивидуального мастерства совершить классный проход и забить. Отвечает Кузбасс, по крайней мере, контроль шайбы есть, вход в зону есть, но бросков, в отличие от ребят в белом, пока особо мы не видим. Гашилов с партнерами на льду. Контроль сохраняется и без проблем удается выйти из зоны. Это тоже неплохо, потому что в данном случае мы говорим о том, что контроль сохраняется. Ну и как раз Лавр Гашилов, уроженец города Пермь, один из тех, кто выступал и на Кубке президентского спортивного клуба, турнире традиционном в Беларуси, и там он набирал очки. Напомню, что это соревнование, которое проходит в ноябре, и хватает там очень интересных игроков. Очередной вброс на сей раз от защитника Коваленко. Перехват тем временем. Пас вот сюда напрашивается. Передача проходит. И это гол. 1-0. Урал впереди. Великолепно все разыграно. И Иван Сокольский принимает поздравления. Его третий гол на этом турнире. Как я уже говорил, был дубль в матче против Беларуси. И вот теперь он забивает вновь. 1-0. Здорово открылся. Плюс ко всему, разумеется, здесь нельзя сказать о том, что очень удачно партнеры смогли выиграть борьбу. И прям читалось с самого начала, что у него есть пространство, есть время. И необходимо было сделать только одно — довести шайбу до этого нападающего. Поэтому Иван Сокольский 1-0 на старте этого матча. Егора Мурашова, номер 13. Александра Бибинова, номер 19. Шайбу забросил Иван Сокольский, номер 11. В общем-то, вся первая тройка поучаствовала в этом взятии ворот. 13-й и 19-й — это парни, которые получили баллы за передачи. Ну и Иван Сокольский — автор первого гола. Ну, пожалуй, наверное, все равно, несмотря на то, что домашняя команда, разумеется, здесь играет в черном, наверное, если мы говорим про уровень команды в целом, то все-таки небольшим фаворитом сегодня является Урал. Но я надеюсь, что парни в черном будут достойно сопротивляться. Правда, пока не уступает 0-2. Еще одна классная атака, и на сей раз Дмитрий Исаев забивает свой третий гол на этом турнире. Максимально быстро нужно поддержать команду. Ну, Поддержать команду, разумеется, нужно, но эти парни тоже пока делают то, что должны. Принимает поздравление 24-й номер, левый крайний нападающий второго звена. Тольятти ликует. Семья Дмитрия Исаева, разумеется, тоже. Ведь, между прочим, тоже один из тех, кто играл за сборную в ноябре. Смотрим повтор этого гола. Быстрый вход в зону. Причем подключение защитника было. И Гамзаков, разумеется, помог. Но последний пас был на счету Артема Конникова. Скидка на защитника. Далее вот такая подкидка уже получилась. Ну и все передачи были именно с неудобной и в левую сторону. Очень красиво. И это 2-0. То есть буквально с интервалом, наверное, секунд 15, я думаю, мы увидели два взятия ворот. И это были разные голы, потому что в первом случае, конечно, прежде всего мы говорим о том, как здорово удалось выиграть единоборство за шайбу, а здесь быстрая атака, и в свою очередь уследить за этими движениями соперники не смогли. Нужно играть, разумеется. Но я думаю, что все-таки поддержка здесь у Кузбасса будет обеспечена с самого начала и до конца встречи. Еще один дальний бросок, и едва шайба не зашла. Был бросок, по идее, уже от лицевого борта, то есть с отрицательного угла. Но мы знаем, что в современном хоккее, как правило, подобные броски очень опасны, и они стали настоящим трендом. Опять же, вот еще одна ситуация такая. Яркое начало. И вот, наверное, даже по первым сменам было видно, что эмоции у Кузбасса есть, контроль шайбы тоже местами есть, но атак позиционных нет вообще, в отличие от соперника. И пока эти парни в белом, конечно, гораздо продуктивнее проводят начало матча. Прохор Шикмин. В зону вошел, передача, еще одна классная комбинация. Едва не завершил ее Степан Расторгуев. Это было быстро, это было динамично. И мы видим, что все-таки уже ближе к середине первого периода удалось не просто владеть инициативой, а еще и воплотить все это в заброшенные шайбы. Борьба возле скамейки Урала продолжается. До конца в этом периоде примерно 13 минут. Вновь на скорости мы видим, что уже не первый раз именно один в один удается обыграть. И вот как все это происходит раз за разом. Вау! Гола, конечно, нет, но проход просто на заглядение.
Александр Пимен. Тот парень, который поучаствовал в первом голе своей команды здесь едва в очередной раз не огорчил вратаря Михаила Бронникова. Да, на классных руках. Причем все это на скорости. И ведь, наверное, если мы говорим про индивидуальное мастерство, в принципе, в мире и в молодежном хоккее хватает индивидуально сильных ребят. Но повторить все это при хорошем давлении со стороны, на скорости, в важном матче способен не каждый. А здесь удалось нападающему первого звена Урала все это сделать. Сокольский вновь с шайбой. И пока, конечно, у Бронникова работы только прибавляется. Но, с другой стороны, есть вратари, которые, как правило, и любят, когда работы много, они держат себя в тонусе. Возможно, именно о таком вратаре мы сегодня и говорим. Выбрасывают шайбу ребята в черном. Можно пройти в чужую зону. Это и происходит. Почему нет? Кирилл Богданов. И первое ударение в сегодняшней игре. Задержка соперника. В результате малый штраф для игрока Урала. Вот только-только удалось наконец-то за счет скорости войти в чужую зону. Пришлось фалить капитану другой команды. Да, очень здорово, конечно, сыграл в этом эпизоде Кирилл Богданов. Мало того, что он заработал удаление на себе, так он еще и, по сути, едва не забил. За задержку соперника клюшкой малым штрафом наказан Иван Уручев, номер 15. Иван Уручев, капитан команды, будет малый штраф отбывать. Ну и посмотрим за тем, как удастся хотя бы поконтролировать шайбу в чужой зоне, потому что именно контроля в зоне атаки пока от Кузбасса не было. Но теперь есть шанс игру переломить. Перевод на вершину. Так постепенно один игрок на вершине, один перед воротами на пятаке. И трое выстраиваются в линию, но очень хорошее движение мы видим от игроков в белом, которые не позволяют быстро шайбу передвигать. Даже здесь есть бросок, но нет добивания. Самого главного, наверное, элемента при игре в большинстве. Спокойно вышли из зоны. Лавр Гашилов проходит дальше, пытается обыграть 1 в 1. И все-таки уже в последнюю секунду защитник не позволил этого сделать. Вновь перехват. Теперь уже быстрая атака в обратную сторону. Причем она весьма успешная, учитывая проход. Но передача на сей раз не прошла. Хотя, конечно, был шанс. Постепенно открывается под бросок, по идее, Данил Прокачев. Вот мимо шайбы пришла. Пас на вершину вновь. 20-й принимает его очередной раз. Можно бросать, и он делает это. Добивание. Шайба летит в сторону ворот. Где-то перед вратарем и останавливается. Вновь бросок и вновь блок. Все-таки много помощи мы видим именно вратарю в этом большинстве. Ну или, скажем, в меньшинстве, если мы отталкиваемся от команды Уральского федерального округа. Вновь ответ. Сергей Воронов проходил уже по левому привычному для себя краю, но дальше прорваться ему не дали. Буквально 20 секунд остается до появления пятого полевого. Напомню, что удален защитник первой пары Иван Уручев. Но пока, в принципе, и без него удается обороняться. С другой стороны, если мы говорим про даже, наверное, не голы, а про некий перелом в первом периоде, вот такое большинство вполне может помочь, потому что все-таки команде Кузбасса удалось шайбой повладеть в зоне атаки. Были броски, был контроль. Это тоже неплохо. Всегда с чего-то нужно начинать. Ровно 10 минут до окончания стартового отрезка этого матча. Тут же передача, по идее, на ход партнеру, но все-таки уже не удалось добраться до нее первому игроку в черном. Ответ. Ответ весьма продуктивный, учитывая, что да, Шиквин. Сегодня мы его проходы уже наблюдали. Расторгуев. И открывается Морозов. Открывается на пятаке в моменте, когда никого нет вокруг. То есть, если бы шайба до него дошла, то было бы довольно опасно. Позиционная атака, пас на синюю на Ивонина. Это полноценное именно четвертое звено. Бывают случаи, когда именно пары обороны меняются. Но здесь заявлено именно 12 нападающих и 8 защитников. Поэтому вполне очевидно, что мы видим привычное звенья в соответствии с заявкой на игру. Хабаров помогает. Адресует шайбу в сторону партнера на лицевой борт. Но продолжения нет. Другое дело, что контроль остался. Это тоже нормальная история. Филипп Морозов. Пока один в чужой зоне. Ух ты, силовой прием. Его так подтолкнули слегка. Но все это было в рамках правил.
8:50 до первого перерыва. Потеря у Морозова, он смену явно переигрывает, и пора бы уже поменяться. Вот только сейчас поехал. И вы спросите, почему долго не менялся? Все вполне очевидно. Он дальний нападающий, и просто так рисковать ему нельзя. Пройти вперед пока не позволяет. Классный перехват, очень своевременно. Артем Лычков, передача на партнера все-таки дошла. Скорее даже буквально допрыгала здесь шайба. Но пока бросков мы не видим. Наверное, все угрозы были связаны только с большинством. То есть либо броски непосредственно в большинстве, либо эпизод, когда были нарушены правила перед этим. Классный проход, но без броска. Это уже Егор Мурашев. В очередной раз отмечаем действие 13-го в номера. И первое звено, конечно, сегодня именно комбинирует очень классно. Очень много разных регионов представлено на этих играх. Вторых именно зимних, международных, Дети Азии, как вы понимаете, прежде всего. Здесь мы видим ребят из России, но хватает других регионов, других стран в том числе. Здесь и Казахстан, разумеется, и Кыргызстан, который играет в хоккей именно. Ну и на самом деле есть и другие, которые в хоккее не представлены. Вновь отведут ребят в черном. И вход в зону быстрый от Ершова. Вот, пожалуй, именно четвертое звено пока мы особо не отмечали. Но здесь есть проход. И вспоминая момент, когда удалось Богданову заработать на себе 2 минуты, я думаю, что партнеры посмотрели. Ага, получилось. Стоит продолжать. Но здесь проброс. И, похоже, это первая подобная остановка в сегодняшней игре. Вообще пауз мало на самом деле пока в этой игре. Повторы бросков по игре в большинстве. Вот, пожалуй, самый острый шанс, который был здесь у защитника Тимофея Дудченко. Ну и в ответ. В ответ тоже проход был очень достойный. Тройка Лавры Гашилова на льду Урала. Вбрасывание выиграно. Пас на синюю линию. Полтавчук. Шайба владеет и тут же пытается набросить. Вот такая интересная была передача. Вроде бы показывал движение в сторону, но резко сумел шайбу отправить в сторону пятака. Один из тех, кто родился в Магнитогорске. Как я уже говорил, в именно этой команде хватает ребят, которые родились в Магнитогорске, в Перми, в Екатеринбурге, в Челябинске. Есть даже парни из Тобольска. Поэтому очень много самых разных регионов представлено. Остановка, и я так понимаю, в связи с нарушением правил на сей раз со стороны игрока сборной Кузбасса. Ну что, дорогие наши болельщики, вот здесь в комментаторской рубке как-то очень плохо вас слышно. Нам хочется, чтобы вас было не только слышно, но еще и видно. Можно мне в ладошку. Жестковато, мягко говоря, и в итоге оказывается на скамейке штрафников. Нападающий первого звена Игорь Хананьяев. Капитан своей команды, разумеется. Вот пока удаляются только капитаны в этом матче. И я думаю, это заметно увеличивает вероятность еще одного гола. Потому что, в принципе, и в равных составах был хороший контроль. А теперь 5-4 для этих ребят. На синей линии вновь играет Полтавчук. И, в принципе, в этом нет ничего удивительного, потому что и в своей команде, в Магнитогорском Металлурге, именно по своему возрасту, он является чуть ли не самым забивным игроком и лучшим бомбардиром. Вот я утрирую, но на самом деле он набирает очень много очков. И в большинстве играет постоянно. Силовая борьба продолжается. Здесь уже очень здорово Ваханин отработал. Перевод вновь на синюю линию. Полтавчук отправляет шайбу налево. Сысоев. Передача и бросок в дальний угол. Она заходит. 3-0 в пользу сборной Урала. Александр Степанов. Вот буквально 45 секунд потребовалось на взятие ворот. И то, что я отмечал. Классный контроль, то есть взаимопонимание, конечно, и в том числе высокий уровень мастерства у этой команды присутствует. Смотрим еще раз. Сысоев отправляется в глубину, и я думаю, что это наигранная комбинация. Он уже посмотрел в сторону партнера, он понимал, что как только здесь будет коридор, и он его нашел, сделал передачу. В результате уже 3-0. Александр Степанов, номер 14. Отмечу, что пока абсолютно разные игроки оформляют взятие ворот. Сокольский при помощи Мурашева и Пимена первый гол. Исаев с передачи Конникова и Гонзакова второй. И далее Степанов
после классного ассиста Сысоева. 3-0 уже. Примерно за 5,5 минут до окончания стартовой трети этого матча. Опять же, я думаю, что и до начала матча все равно было очевидно, что фаворитом является сборная Урала. Может быть, не таким очевидным, чтобы говорить о разгроме, например. Но все-таки, как ни крути, мастерство на стороне ребят в белом. Но в Новокузнецке тоже хорошая школа. Я думаю, что люди, которые следят за хоккеем плотно, примерно представляют, что и в НХЛ тоже есть воспитанники Новокузнецкого Металлурга. Причем на ведущих ролях. Пока очень уверенно контролирует, даже, наверное, уже не шайбу, а именно ход матча. Сборная Уральского федерального округа. 3-0, множество моментов, хороший контроль шайбы. И по большому счету даже моментов возле ворот этой команды не возникает. В большинстве, разумеется, были, да. И проход Богданова тоже. Но в остальном пока ничего по-настоящему острого нет. Что касается автора предыдущего гола Александра Степанова, это тоже игрок именно 7-го года рождения, уроженец Серпухова, который начинал свою детскую карьеру в школе «Витязи». Там тоже уровень подготовки довольно высокий. Перехват. И еще один. Шайба пока остается в зоне. За 3:55 до конца первого периода. Борьба в нейтральной не закончена. И уже мы видим, что где-то больше скатываются в индивидуальные действия ребят в черном. Но на самом деле это понять можно. Если игра не идет, нужно рисковать, нужно что-то менять. И нестандартные действия в этом плане пригодятся. Жесткая борьба. Шайба остается под контролем у парней в белом. И все-таки уже у Сокольского Мураша шайбу отобрали. Правда, потом подкатил еще и Пимен. И в итоге навязал борьбу. Шайбу отобрал, пошел дальше. И проследовал бросок партнера. Вновь перехват. Гашилов. Передача. Еще один выстрел. Вот так уже и 4-й гол пытаются оформить эти парни. Вот, пожалуй, не хватает только пока гола от 4-го звена. Первая, вторая и третья тройки уже отличились. Но посмотрим, смогут ли преуспеть Морозов, Расторгуев и Ашихмин. Вновь 1 в 1. Ребят молодые, понятно, что карьера у многих только начинается. И даже в МХЛ, молодежной хоккейной лиге, они еще не выступают. И только в следующем сезоне смогут туда попасть. Поэтому где-то, конечно, и мы видим брак при передачах, мы видим иногда, как кажется, странные решения. Но все-таки, поверьте, именно индивидуально сильных игроков и, возможно, даже будущих звезд здесь достаточно. Так что некоторых ребят мы, я уверен, будем наблюдать и в матчах молодежной хоккейной лиги уже ближайшей осенью. Потому что как раз именно 7-й год рождения из школы пока не выпускается, но по специальному разрешению в МХЛ играть может. Только со следующего сезона. Проход, попытка броска, но вновь подбор за защитником Тимофеем Черняевым. И пока, конечно, очень уверенно не подпускают к пятаку своих соперников эти парни. Вновь 22-й хорош. И, слышите, наверное, спокойно. Кто-то сказал спокойно. В скамейке, понимая, что здесь все равно, как ни крути, даже при таком преимуществе важно соперника не подпустить. Длинная передача, она до партнера не дошла. Тут же уже попытка и подключение защитника. Ответ. Пас налево. Полтавчук 1 в 1 попытался обыграть. И обыграл. Шайбу-то он смог принять. Передача за спину. Вот так постепенно и ребята из третьей тройки, учитывая подключение Бахмянина, стараются проявлять себя. Бросок. И после этого уже долгожданная, наверное, остановка после именно вратарского сейва. Потому что, как правило, сегодня были паузы в связи, скажем, с взятием ворот. Либо это был проброс. Ну а, например, как раз вратарских сейвов очень мало. Поэтому в целом игра, конечно, проходит пока довольно быстро. Вот так по ощущениям. Наверное, даже 30 минут команды в первом периоде уложатся. Но, как правило, в хоккее на один период, и тем более на первый, требуется примерно 30, может быть, 32 минуты. Здесь, скорее всего, даже немного быстрее команда сыграет.
Доставили шайбу до чужой зоны ребята из Кузбасса. И пошла уже последняя минута стартового отрезка этой игры. Отрезка, который, разумеется, прошел при очень серьезном преимуществе сборной Урала. И на повторах мы будем все эти голы в скором времени еще раз разбирать и наслаждаться ими. Передача — это интересное решение. По крайней мере, партнер Лычко был открыт. Вновь Артем Лычко выходит за ворота. Пас на синюю не проходит. И как будто этого даже ждал нападающий Филипп Морозов. Он просто стоял, Клюшка выставил на лед и понимал, что, скорее всего, пас туда и пойдет. Коваленко адресует на правый борт. А здесь уже было касание соперника. И удалось выставить Клюшку нападающему из Кузбасса. И, по крайней мере, не позволил он быстро пройти нейтральную зону. И, в свою очередь, обезопасил свои ворота от еще одного, даже, возможно, голевого броска. Но на самом деле и без этого хватает ярких событий для сборной Урала. 3-0 после первого периода. Сокольский, Исаев и Степанов — главные герои этого отрезка. Великолепное движение, великолепное взаимопонимание. И поэтому пока все вполне логично. Впереди 15-минутный перерыв, но, разумеется, пока мы не расходимся, потому что вспомним еще и взятие ворот. И первая, конечно, шайба была следствием того, как вся ведущая тройка смогла побороться в чужой зоне. И смотрим за тем, как голы эти были оформлены. Здорово сыграли партнеры Сокольского, выиграли борьбу за шайбу возле лицевого борта. И после этого уже, конечно, задача заметно упростилась. Ну и, конечно, Пимин был очень хорош. На скорости прошел. И, я так понимаю, были вопросы у вратаря, но, по идее, все вполне чисто. И здесь даже больше свои игроки помешали. И без Клюшки в результате страж ворот остался. Затем буквально секунд через 15-20 быстрая атака при подключении защитника Кобзакова. Конников делает пас и замыкает эту атаку. На сей раз уже Дмитрий Исаев. Все было красиво, динамично. И я думаю, что, опять же, Исаев был готов изначально к такому завершению. Ну и затем, ближе к концу периода, реализация большинства. Степанов сыграл великолепно, но и с Исоевым мы отмечаем с его проходом, который сумел найти коридор для передачи. И затем уже партнер по звену сумел оформить и третий гол этой команды. 3-0 по итогам первого периода. Вот такие статистические данные по итогам стартовых 20 минут. Да, пока немного остановок, немного бросков, но надеюсь, что после перерыва игра будет еще более динамичной. А пока отдохнем.
поздравить всех участников турнира с большим праздником. Хочу поздравить жителей города Новокузнецка с таким знаменательным событием. И пожелать всем ребятам, всем участникам успехов, получить удовольствие от соревнования, самые лучшие эмоции. И самое главное, без травм. Всем успехов, всем удачи. Итак, еще немножко информации. Завтра в 11 утра товарищеская встреча Узбекистан и Якутия. 14:00. Игра за третье место. Дальний Восток встретится с командой, которая уступит сегодня. И финал 17:30. Мы ждем всех. Билеты еще есть в кассах. Поэтому приходите на это замечательное зрелище в нашу замечательную новую арену. Самое приятное всегда смотреть на вашу реакцию, когда вы видите на экране. Да-да-да. Смотри, надо найти камеру, куда лайк показать, куда сердечко показать. Еще раз. Так, туда, все правильно. Почти попали. Так, еще давайте нам другие зрители. Серьезная кепка у вас сюда. Парни, привет вам. Как вам на стадионе на новом, как? Распродажа белых шапок. Здравствуйте, здесь реклама телефона запрещена. Минута 30. До второго периода и мы будем вновь болеть за команды. Конечно, по большей части мы будем болеть за Кузбасс. Но и Урал тоже аплодисментами одарим обязательно. Друзья, мы вновь в эфире продолжаем следить за матчем на хоккейном турнире в рамках международных спортивных игр «Дети Азии». Сегодня у нас второй полуфинал. И пока что, конечно, сборной Кузбасса приходится очень нелегко. И парни из Урала выигрывают со счетом 3-0. Сокольский, Исаев и Степанов в большинстве, кстати говоря, это важно, стали авторами голов по ходу первой 20-минутки. И, естественно, этот счет вполне по игре, потому что одна команда доминировала над другой. Было великолепное большинство, которое буквально секунда 45 удалось использовать. Но и без этого в формате 5 на 5 Урал был заметно
быстрее, Урал был мастеровитее и остается мастеровитее. Но все-таки на стороне этих ребят, разумеется, хороший настрой, поддержка. И я думаю, что если удастся продолжить где-то оформлять проходы к воротам, как, например, это сделал по ходу первого периода Кирилл Богданов, то тогда шансы хотя бы на то, чтобы навязать борьбу, сегодня будут. Но желательно с этим не затягиваться. Продолжается игра. Первое выбрасывание вновь за ребятами в белом. Отмечу, что первый период прошел очень быстро. Буквально минут в 25-26 команды уложились. Шайба не часто доходила до ворот. В сумме было 15 бросков в соотношении 9-6. То есть вроде бы 9-6. Это вполне нормальный перевес. И доминирования нет. Но именно по игре, конечно, разница большая. И я думаю, что вот из 6 бросков, по меньшей мере 3, а возможно и 4, это броски, которые доходили до ворот именно в большинстве. Потому что ведь и у Кузбасса было большинство. Но воспользоваться им не получилось. А здесь еще один бросок. И вновь на месте голкипер сборной Урала Сергей Соколкин. Так, смотрите, у нас уже пошли небольшие стычки. Иван Урычев защищает своего вратаря. Ну и проход, конечно, отменный получился от Данила Фролова. Вернее, Семен Герасимов, прошу прощения, нападающий первого звена, 87-й. Вот с правым хватом игроки всегда ценятся, поэтому, конечно, и его важность для этой команды вполне очевидна. Продолжается игра, еще одно выигранное вбрасывание, и тут же следует бросок. То есть мы видим, что сейчас во втором периоде, понимая, как сложно было в первом, стараются именно из любой позиции бросать эти парни, и вновь они хороши впереди. Сохранили контроль над шайбой, пускай в нейтральной зоне. Достойное начало, вот то, что необходимо. При счете 0-3, когда ты заметно уступаешь и в классе, и просто по игре, важно второй период хорошо начать, хотя бы эмоционально. И пока все вроде бы получается. Вот и ответ. Проход в чужую зону. Исаев, перевод центр, попытка броска очень мощно. Лавр Гашилов зарезает. И здесь, конечно, уже отчасти он даже простил. Перехват в центре чужой зоны. И тут же ответ все равно пошел. И вновь Исаев. Здорово играет эта связка Исаева и Гашилова на старте второго периода. Перехват. До конца сражается и партнер под пятым номером Артем Коников. Именно он в зону входит. Играть можно, положения вне игры здесь нет. Вошел, обыграл, прокатился дальше и пас на битах выполнил, но все-таки уже ломать его не получилось. Вновь перехват. Пока контроль в полном порядке. В полном порядке. И это касается абсолютно любого звена. Вот вроде бы был непростой старт, скажем так, для сборной Уральского федерального округа, потому что соперник владел шайбой, соперник тут же бросал по возможности в начале этого периода. Но в результате все равно буквально через минуты-полторы инициатива вновь перешла к команде Урала. И заметьте, что пауз вновь очень мало. Вот была буквально одна в связи с сейвом Сергея Соколкина. И в первом периоде, конечно, именно остановок из-за вратарских спасений было буквально, может быть, 2-3. Причем я не утрирую. Вот поддержка включается здесь. Это крайне важно. Тем более для совсем молодых ребят. Еще один наброс в сторону ворот. Шайба отскакивает на синюю линию. Никита Полтавчук ее принимает, смещается. У него был хороший первый период, если мы говорим именно про контроль на синей линии. Дальняя передача получается. И вот здесь здорово открывался уже, конечно, Александр Степанов. Заходил за дублем. Ответ. Но пока именно поодиночке пытаются прорваться. Иногда это работало, конечно, но постоянно такую мощную по именам и по организации оборону, даже столь юную, пройти не так-то просто. Расторгуев. Его партнеры уже на льду. Передача и бросок Морозова. Любопытная ситуация. Вот как раз пока только четвертая тройка у Урала не забивала. Еще один ответ и мощнейший бросок. Вообще пока мы не видим множество опасных моментов при участии Кузбасса. Отмечу, что на этом турнире здорово играет, например, игрок первого звена Данил Прохачев, который забил 2 гола на старте. Плюс ко всему у Прохачева еще и булит в игре с Якутией крайне важный был использован. Поэтому пока это явный лидер команды. Ну и тот же Герасимов, как мы видели, его партнер по первой тройке нападения.
уже неоднократно пытался обыгрывать соперников 1 в 1. Похоже на малый штраф. И, я так понимаю, это даже удаление для сборной Урала. Вот сейчас, когда команда находится в большинстве, нам необходимо Задержка. поддержать их. Действительно малый штраф на сей раз для Филиппа Морозова. В своей зоне не уследил за как раз Прокачевым. Да, не зря его отмечал. Вот иногда эта активность приводит, может быть, не к голу, но хотя бы к нарушению правил со стороны соперника. Что тоже неплохо. И ведь как раз в первом периоде наиболее острым отрезком возле ворот Урала было большинство. Здорово там играл и Прокачев. Посмотрим, появится ли он на льду прямо сейчас. Но пока Воронов показывает давление, однако его команда только сейчас входит в зону. Да, уже третий раз сохранить шайбу в пределах синей линии не получается. Богданов. На ворота пока его не пускают. Перевод на правый борт. Вот пас на синюю. Володеев. Трибуна требует шайбы, их можно понять. И есть хорошая позиция для броска. Есть даже бросок, но вновь на месте Соколкин. И тут же стычка. Посмотрите, есть вопросы у Дудченко. А ведь именно Тимофей, кстати говоря, был активен по ходу большинства в первом периоде. Именно он добивал. И остался его партнер даже без перчатки. Вот как раз Дудченко — это игрок из Новокузнецка. Ну и вообще я уже отмечал, что почти вся эта команда уроженцы Новокузнецка. Вот даже если взять, скажем, линию атаки, то только один игрок представляет не Новокузнецк. Это Владислав Журиков. И он выступает... Вернее, он родился в Новосибирске. Ну и как раз является таким исключением для сборной Кузбасса. Еще один бросок. Добивание. Опаснейший эпизод. Но шайба не доходит до ворот Соколкина. Вот-вот пойдет и вторая минута кузбасского большинства. Перехват Габзакова. И тот выбрасывает шайбу. Это важно. Тем более, что большинство в первом периоде и большинство во втором отличаются. Прежде всего тем, что команда, которая обороняется, поменяться просто так не может. И для этого необходимо выбрасывать шайбу далеко, либо, скажем, владеть ею в чужой зоне. Ведь скамейка дальняя. И просто так рисковать здесь нельзя. Вот как раз этим и нужно пользоваться. Контролировать шайбу в зоне атаки. Нужно вынуждать соперника постоянно обороняться и не позволять проводить смены. А вот самим парням в черном, наоборот, необходимо меняться по ситуации. 20 секунд до выхода пятого полевого. Еще один бросок, на сей раз не точно. И вот как будто даже к этому не был готов Соколкин. Вот по ощущениям он вроде бы позицию занял. Но как будто именно в момент, когда шайба пролетала рядом, он посмотрел, вот, где она. Ну, возможно, где-то, конечно, и обзор ему был закрыт. Еще раз проход, низом бросок, и здорово играет Соколкин. В полном составе его команды позади в этом периоде ровно 6 минут. Ну, по крайней мере, бросковую активность, если мы берем в расчет именно все броски, Кузбасс явно увеличил. Еще и перехват здесь, вновь попытка броска. В очередной раз удается заблокировать Сергея Воронова. Ну, пора бы уже, конечно, посмотреть на атакующие действия от ребят в белом, потому что в первом периоде они так заметно доминировали, во втором пока только, наверное, на второй минуте после непростого старта удалось атаку соорудить. Еще одна передача, и как же так? Не разобрались здесь со своими игроками. Удивительно. Вот если так ошибаться, то, конечно, рано или поздно и четвертая побывает в воротах, а скорее даже рано. Но пока в основном атакуют именно парни в черном. Казбанов попытался выиграть борьбу за шайбу и выигрывает ее. Еще один дальний бросок Качева. Вот как только есть позиция для броска, любая, следует продолжение. Перехват тем временем, пас на центр и еще один бросок. Отличная быстрая атака, шайба перед воротами и пытается раз за разом добавить Александр Степанов. Перехват, 2 в 1, можно убежать. Передача, нужен бросок, он есть, но сейв Соколкина следом после этого. Вот так игра постепенно и раскрываться начинает. Мы видим больше быстрых атак, атак сходу
которые, особенно у Кузбасса, получаются максимально успешными. Ну, по крайней мере, если брать в расчет только броски по воротам. Все равно это лучше, чем ничего. И это уже, на мой взгляд, более продуктивный период вот за эти даже 7,5 минут, нежели вся первая 20 минут. Даже так. Герасимов. Поднимает шайбу Семен и дальше его не пускает. Похоже на нарушение правил за подножку в данном случае. Видно, что помимо того, что и ребята из Новокузнецка стали больше атаковать, вследствие этого, конечно, уже и атак от Урала стало заметно меньше. На удаление именно для игрока из Кузбасса. Виктор Титяйкин, защитник первой пары, наказан малым штрафом за... вот в чем дело. По сути, он даже не видел, что соперник катил за спиной, но коньком въехал под конек игрока в белой форме, и поэтому получил 2 минуты. Сегодня уже было большинство, и этим большинством как раз Урал воспользовался, сделав это довольно быстро. Продолжается борьба на точке, и все-таки ее выигрывает именно Урал. В последнюю секунду даже здесь можно было подумать про бросок в створ. Мурашев пытается оставить шайбу в зоне, помогает ему партнеры, но все-таки в последнюю секунду уже она вылетает к воротам Урала. Урычев. Оставление на партнера, и постепенно пошел раскат. А вновь 15-й. Оставляет шайбу на нападающего. Мурашев здорово входит в зону. И вот теперь вроде бы его команда расставилась. Пас в центр зоны. Можно бросить неудобный. Есть бросок и 2 добивания от Пимена. В первом периоде именно он поучаствовал в дебютном голе, когда отдавал на Сокольского. Пас по чужую синюю. Хороший вход. Сокольский оставляет назад. Мурашев. Егора пока дальше не пускает. Но шайба все еще у него. Пас на синюю. Гамзаков. Мурашев. Хороший контроль и бросок. Добивание. Шайба отскакивает перед вратарем. Но добавить ее не представляется возможным. Пока раз за разом отбрасываются в меньшинстве что те, что другие. В целом проблем, в отличие от первого периода, при игре вчетвером у Кузбасса не возникает. До конца сражается на сей раз уже и Андрей Мамай, защитник по 6 номерам. Видно, что сегодня постоянно оказываются впереди защитники, что, скажем, Дудченко и тот же Титяйкин играют постоянно в давлении и постоянно оказываются перед воротами у ворот сборной Урала. И напротив, парни вроде Урычева, Гамзакова, Полтовчука, постоянные подключения. Теперь еще и Мамай. Гамзаков подрабатывает шайбу коньками, адресует на правый край. Кузбасс в полном составе, но и следует передача одновременно с этим, однако замкнуть ее уже Конников не сумел. Поборолись, ребят в черном, и еще и бросок последовал. Да, вот это интересно. Как только игра продолжилась в формате 5 на 5, мы увидели и, в принципе, достойный вариант для такой ситуации. Еще разок. Можно еще раз бросить, но силовой прием, причем в рамках правил. Надо учитывать, что такие защитники, скажем, как Гамзаков, играют жестко. Особенно если соперник покатывается. Полтавчук принимает и пас в центр, но похоже вне игры. Я так понимаю, там как раз вот дальний, если мы берем в расчет наш ракурс, игрок в зону успел войти. Ну и вот момент, который был чуть ранее. Понимаешь, что впереди у многих из этих ребят МХЛ уже в следующем сезоне, для кого-то, может быть, через год, в худшем случае через 2, надо к такой жесткости привыкать. Потому что там соперники уже старше, нежели на детско-юношеском уровне. И церемониться никто не будет.
Поборолись игроки Кузбасса. Очень быстро проходит и второй период. Ну, может быть, чуть больше пауз, конечно, стало, учитывая все эти удаления. Но в целом пока шайба до ворот, если доходит, то, как правило, остановок после этого нет. Вероятность гола, я думаю, что уже тогда парни в черном понимали, что все это было зря. Вот смотрите, он уже покатил на пятак, а там никого. И за ним уже, разумеется, не успевал 27-й. Ну и, конечно, отлично отработал 9-й номер Данил Сысоев. У него вновь голевая передача, и она вновь первая. Именно после его касания партнеры забивают, что Степанов в большинстве, что Вахтанин в равных составах. Андрея Вахмянина, номер 23. Так. Шайбу забросил Александр Степанов, номер 14. Записали на Степанова в итоге. Ну, пускай даже так. В принципе, в любом случае, эта тройка здорово сегодня играет. И, ух ты, это похоже на 2 минуты. Я так понимаю, да. Данил Сысоев, номер 9. And Андрей Вахмянин, номер 23. Задержка соперника. Скорее подтолкнули в этом моменте Владимира Качева. Но, конечно, нужно постараться хотя бы перевести игру к чужим воротам. Это уже будет неплохо. Расторгуев наказан. Команда Уральского федерального округа. Посмотрим на формат 5 на 4. Я вот даже не знаю, ну, понятно, что хоккей молодежный, даже юниорский, и здесь бывает всякое, но учитывая, что игра складывается не очень, может даже есть смысл рискнуть сейчас снять вратаря. Но, видимо, этого не будет. Вот такие провалы возникают еще раз за разом, и в меньшинстве даже. В меньшинстве на сей раз забивает Егор Мурашев. 5-0. Вот так. Игрок сборной России, к вашему вниманию, пожалуйста. Который лишь подтверждает свой статус лидера команды. Если я правильно помню, то как раз на турнире в ноябре он играл в топ-6. Повтор этого броска. Великолепный бросок в дальний угол на неудобной высоте для вратаря. И, разумеется, никто уже не успевал. И он понимал, что если пойдет дальше, то, скорее всего, уже защитник его настигнет. Поэтому в данном случае удалось бросить, не сближаясь с вратарем. И он сыграл просто великолепно. Ну и передача была хороша. Так что вот я сказал о том, что, может быть, стоит снять вратаря. Все-таки нет, не стоит. Поменяли вратаря. Появляется и Василий Павлинский под 31 номером. Так что Михаил Бронников свое сегодня, увы, уже отыграл. И Бронников, и Павлинский — это, между прочим, как раз парни, которые родились в Новокузнецке. Ровно 7 минут до конца этого периода. Борьба продолжается перед чужими воротами. И в итоге в очередной раз удается шайбу вынести. 45 секунд на реализацию лишнего, но, конечно, в отличие от такого же формата чуть ранее в этом периоде, пока мы не говорим о том, что есть угроза чужим воротам. Своим есть, чужим пока не особо. Вот проход, неудобный бросок, вновь не точно. Но, по крайней мере, пытаются хоть как-то парни вроде Богданова, Прокачева, Лычко. То есть все крайние нападающие, именно которые справа выступают, сегодня по этому краю проходят. Вот интересно, означает ли это, что так проседают левые защитники у Урала в свою очередь? Но, возможно, именно своей активностью где-то вынуждают эти ребята и ошибаться соперников. Пас вперед. Комбинирования не хватает. Есть где-то желание рискнуть, желание обыграть. Но, конечно, особо сегодня мы не наблюдаем, как эти ребята в черном комбинируют.
Ударение. Подножка. Еще один малый штраф. И вот эти ребята из Урала как будто говорят: ну, пожалуйста, вот мы даем вам шансы, пользуйтесь. Но пока как-то не очень получается. Уже в падении даже, по сути, цеплял своего оппонента Дмитрий Исаев. Но, впрочем, он сегодня уже забивал. Он сегодня в первом периоде играл здорово. Где-то, тем более при таком счете, имеет не то чтобы право, но имеет возможность, наверное, допустить ошибку. Ничего страшного для его команды нет, но и, как мы уже убедились немного ранее, даже в меньшинстве его партнеры способны забивать. Проход в чужую зону. Тятин вновь активен. Защитник первой пары сегодня постоянно подключается, постоянно бегает вперед и оказывает давление, пытается найти возможность для броска. Голов нет до сих пор. Ну и, в принципе, матчи на этом турнире были не такими уж и простыми для сборной Кузбасса, потому против сборной Якутии. И, кстати, тот матч как раз Кузбасс проиграл. Поэтому непростой путь, в отличие от сборной Уральского федерального округа. Оказывает давление только один нападающий Урала. Этого хватает. Подбивает клюшку здорово. На сей раз уже нападающий Качев. Вернее, защитник Качев, прошу прощения. Но оказывающийся на позиции нападающего. Поэтому в этом плане мои слова о том, что защитники сегодня играют активно, они лишь подтверждают. Жуликов поддавил, но этого не хватило. И 25 секунд до появления пятого полевого. Активная борьба в зоне Кузбасса. И даже из-под такого давления выбраться удается. Ведь все это, опять же, в большинстве для Кузбасса. Отскок. Подбирает Шева на сей раз уже Лычко. Вот он сегодня тоже выделяет. Он старается, он заметен. Хорошее движение в его исполнении. Были проходы. И, по крайней мере, вот в такой игре нужно выделять тех ребят, которые пытаются за счет своего мастерства индивидуального обыгрывать. Потому что в противном случае зацепиться будет сложно. Еще один момент и вновь провал перед своими воротами. Уже Прохор Ашихмин был заметен. Падение. И все в рамках правил, по мнению судей. 3:25 до окончания периода, в котором пока в очередной раз мы говорим о том, что по счету лучше именно номинально гости. 3-0 в первом периоде, 2-0 во втором и в сумме уже 5-0. Отыграться, конечно, по такой игре будет очень трудно. Мы с вами Кузбасс. Но Кузбасс сегодня поддерживают. Сомнений в этом нет. Досадно, что сегодня уже свое отыграл Бронников. Но самое главное, с головой в песок не зарываться, потому что все по-разному реагируют на провальные матчи, даже если... Ух ты! Неважно! 1-5! И наконец-то удается забить. Я так понимаю, Дамир Атнагулов принимает поздравления. И именно он становится автором первого гола своей команды в этой встрече. Долгожданного. Это было красиво, и это было где-то даже неожиданно. Давайте посмотрим. Шайба оказывается перед вратарем передачи, и тут же бросает его партнер. Великолепно. Помог Воронов, ну и в свою очередь уже 22-й завершил. Сергей Воронов, номер 72. Шайбу забросил Дамир Атнагулов, номер 22. Атнагулов гол. Воронов передача. И я думаю, вы слышите, что трибуны уже заводятся. И следом еще один бросок. Постепенно интрига в матч возвращается, страсти накаляются. Ну и как ни крути, все-таки в этом периоде, на мой взгляд, на один гол хотя бы эти парни наиграли.
Они были заметны своим движением, желанием, эмоциями с самой первой смены. И, наверное, вот это должно было произойти. Не поздновато ли, конечно, вот вопрос. Но все-таки произошло. Перехват, напрашивается передача, и она проходит тут же. Бросок и шайба в воротах. 6-1. Моментальный ответ. Лавр Гашилов, автор еще одного гола. Это можно объяснить банально. Высочайший уровень мастерства. В не самой очевидной ситуации парни в белом оказались шайбой в чужой зоне. И казалось бы, вот здесь, да, есть провал в центре зоны. Но опять же, с такой позиции забить не так-то просто. Тем более, что перед тобой есть соперник. Но отдает на сей раз Дмитрий Исаев, и Лавр Гашилов забивает. Дмитрий Исаева, номер 24. Шайбу забросил Лавр Гашилов, номер 17. Потрясающая работа рук у Гашилова, уроженца Перми, который в этом сезоне является одним из лидеров команды, выступающей в Екатеринбурге. Это автоспартаковец. С подтверждением о том, что как раз вот эта связка работает здорово, потому что, в принципе, и Гашилов, и Исаев играют в одной команде. Они очень ярко выступают и на школьном уровне в этом сезоне, являются лидерами команды. Причем на самом деле Гашилов забивает не меньше. Досадно, что вот такой крупный результат для домашней команды. Но это тоже опыт. Через эти матчи нужно уметь проходить. Их нужно принимать, нужно учиться. И на своих ошибках в том числе. Кстати, зрителей довольно много. И я думаю, что есть среди них и те, кто поддерживает Урал. Хотя в основном, конечно, нет, но все равно. Наверняка есть родственники, друзья, которые добрались вот сюда, в Кузбасс. Собственно, Лавр Гашилов на сегодняшний день является лучшим бомбардиром команды «Автоспартаковец» в первенстве России по региону Урал-Западная Сибирь. На его счету 31 балл за 24 матча. Следом Прохор Ашихмин, как вы понимаете, он тоже играет здесь. И плюс Дмитрий Исаев. Так что 29 баллов у Ашихмина и Исаева. Все это лидеры команды. И, конечно, это и связка Исаева, Гашилова, и сам Ашихмин играет очень хорошо. Вот именно Гашилов, пускай он является центральным нападающим, все равно лучший снайпер команды. Хотя это типично для хоккея, но в современном все-таки встречаются и такие игроки, которые могут, скажем, больше раздавать, играть на партнеров, но при этом выступать с краю. И напротив, центральные нападающие с классным броском. Вот Гашилов явно один из таких. На этом турнире у него уже был дубль, поэтому теперь Гашилов оформляет свой третий гол. Сокольский, Исаев, Степанов, Вахмянин, Мурашев, Одноголов и Гашилов. Вот такие авторы голов на эту минуту. Буквально 68 секунд до конца этого периода, в котором вновь 3 гола мы увидели от сборной Урала. И, возможно, это еще и не все. В концовке первого, в принципе, тоже давление было великолепным, но моменты возникали раз за разом. Кобзаков налево. Еще один длинный прострел, но здесь уже пройти быстро не получается. Хотя посмотрите, что происходит. Здорово. И бросок в ближний угол. Казалось бы, ситуация не самая очевидная, опять же, но Ашихмин открывается, принимает, дальше идет и бросает уже по воротам Василия Павлинского. Давайте отметим, разумеется, и этого вратаря, который недавно появился на площадке. Сокольский, автор дебютного гола в сегодняшней игре, ставит на вбрасывание. И точку он при помощи партнеров все-таки не выиграл. Как вы понимаете, гораздо важны вбрасывания именно в конечных точках. То есть в зоне атаки, в зоне обороны не имеет значения. В отличие от того, что происходит в нейтральной. Хотя, как правило, общие цифры учитывают еще и нейтральную зону. Но важность сбрасывания в зоне атаки и в обороне гораздо возрастает.
20 секунд до окончания периода. Вот уже и удается организовать давление первому звену. Последние секунды. Пас в центр зоны. Можно было здесь ее укротить, но, конечно, было трудно, учитывая, что находился Сокольский спиной к шайбе. Передача прошла. Еще один бросок. И посмотрите, что они вытворяют. Даже на последних секундах, буквально за 2 секунды до конца, удается соорудить хороший момент. Но этот парень, Дамир Атнагулов, все-таки порадовал и себя, и команду, и родственников, разумеется, и зрителей, которые пришли сегодня сюда, в этот замечательный дворец. Но пока 1-6 для его команды. В втором периоде мы увидели в сумме 4 гола в исполнении Вахмянина, Мурашева, Атнагулова и Гашилова. 6-1. Вспоминаем самые яркие фрагменты этого отрезка. Были, разумеется, самые проходы от правых нападающих. То, что я уже отмечал сегодня, как правило, это Прокачев, Богданов, Лучко. И все-таки иногда это на самом деле было довольно опасно, потому что такие проходы, как правило, завершались хотя бы бросками поворота. Но первый гол в этом периоде забил Вахмянин с передачи Сысоева. Борьба в углу. Выиграл ее. Нашел возможность отклеиться от соперника и затем сделал пас под клюшкой. Красиво, динамично и, что самое главное, своевременно, потому что как раз вот именно старт периода был непростым для этой команды. А затем еще и в меньшинстве Егор Мурашев делает счет на сей раз уже 5-0 в пользу своей команды. Потрясающий бросок, и вратарь не выручил. Ну а лидер атак и сборной Урала, и сборной России в полном порядке. Довольно быстро одна шайба прилетела в ответ, Атнагулов забил, и Воронов помог ему отличиться, выиграл борьбу за шайбу. Тут же пас и моментальный бросок. Вот даже, смотрите, вратарь не смог понять, где шайба, а она уже была в воротах. Но в ответ была еще одна. И это уже, конечно же, потрясающая работа от Саева и Гашилова. Классная связка, которая сегодня о себе заявляла и ранее. И вот теперь Лавр Гашилов забивает свой 3-й гол на этом турнире. Поэтому в сумме 6-1 по окончании 40 минут игры. Финальные цифры по итогам 2 периодов вашему вниманию. Изучаем их и, разумеется, отправляемся на небольшую рекламу.
Урал против Кузбасса. Мы продолжаем, друзья. Мы вновь в эфире. Впереди третий период полуфинального матча на хоккейном турнире в рамках международных спортивных игр «Дети Азии», которые в эти дни проводятся в Кузбассе, в Кемеровской области. И, конечно, пока счет, мягко говоря, для местной команды неутешительный. 1-6. Но хотя бы один гол удалось забить по ходу второго периода. Это была весьма красивая комбинация, которую завершил Атнагулов. Прежде всего, пожалуй, вратарю вот этому Сергею Соколкину было непросто по ходу второго периода, потому как если в первом его команда вела по счету, вела по игре, была очень мотивирована, она была мобильна, у нее все получалось буквально от и до, то во втором был уже хороший старт от команды Кузбасса, потому что как раз там мы видели потрясающее движение, мы видели броски по воротам. Да, быть может, были ошибки, как следствие, еще 3 пропущенных гола, но все-таки хотя бы забить получилось, и на этот гол Кузбасс точно наиграл. В том случае, если удастся в таком же ключе начать и третий игровой отрезок, то тогда мы можем говорить о том, что вполне и навязать борьбу, хотя бы по счету приблизиться хоть как-то. Вот эти парни могут, потому что они показали, что способны это сделать. Не хватило лишь стабильности, в основном при игре в своей зоне. Были глупые ошибки неоднократно. Я думаю, что эти парни тоже все понимают. Ну и, разумеется, для команды Ильи Владимировича Захарова задача непростая. Но это хоккей детско-юношеский. Поэтому бороться необходимо. Здесь возможно абсолютно все. Игра продолжается. Выигранное вбрасывание, тут же вход в зону. Через сброс. Очень здорово сыграл в очередной раз Семен Герасимов. Сегодня он был заметен и в первом периоде, и во втором своими проходами, обыгрышами 1 в 1. Вот таких, пожалуй, индивидуально сильных игроков много в Кузбассе, но комбинирования не хватает. А что здесь? По центру не проходит. Интересное решение от Егора Хананьяева. Но все-таки пас был перехвачен, и тут же ответная атака, падение. 2 в 1, попытка броска, и не самая лучшая позиция была у нападающего Артема Конникова. Это уже второе звено с Гашиловым и Исаевым. Он как раз, Гашилов, был тем, кто забил по ходу второго периода последний гол. И его связка с Дмитрием великолепно работает. Что в клубе в Екатеринбурге, что здесь на этом турнире. Удается быстро войти в зону Исаеву. Как раз именно он отдавал в случае с голом Гашилова. Он забивал по ходу первого периода и пока один из самых ярких игроков в составе сборной Урала в сегодняшней игре. Вновь дальний наброс. Шайба отскакивает и оказывается перед вратарем. Но именно до Соколкина не доходит. Перехват. Шайба отправлена вперед. Ух ты, момент неудобный, красиво, но здорово действует уже вратарь Павлинский. Напомню, что именно он появился по ходу периода второго и заменил Бронникова, пропустившего довольно много шайб. Но здесь момент по-настоящему голевой. И даже удивительно, что не сумел Степанов шайбу поднять. Тоже один из лидеров команды сегодня. Пас на синюю, уже пытается одной рукой оставить шайбу в зоне Никита Полтавчук. И он это делает. Борьба за воротами. И чуть ли не на лакросс заходил здесь игрок Урала. Уж не знаю, так ли это, но, по крайней мере, по движению как будто так все и было. Скорее, просто уже где-то вот такие вещи начинают казаться, потому что их стало слишком много в последнее время. Говорю не про сегодняшний матч, а даже про хоккей в целом, и тем более хоккей молодежный. Ух ты, здорово! 1-1, еще один шанс, и на сей раз уже здорово играет и вратарь Соколкин. Да, прекрасно понимаю эмоции Кирилла Богданова, который и в первом периоде сегодня проходил, и делал это успешно, и большинство для своей команды зарабатывал. Но чуть ранее шанс, который был уже у Степанова. 1-1 раз и 1-1, затем еще один эпизод 2. Вот даже не знаю, какой эпизод был более опасным. Продолжается игра. После вбрасывания в чужой зоне здесь уже хороши игроки Кузбасса, но в нейтральной шайбу они не сохраняют. Слева покатил партнер, передача напрашивается, но она не прошла, и ворота сдвинуты. Здесь самое главное, чтобы Филипп Морозов травму не получил, потому что подобные падения, когда ты влетаешь всем корпусом в штангу, всегда болезненны и держатся примерно за ребра. То есть понятно, что в любом случае здесь было мало приятного. Металлург Новокузнецк. Вполне очевидная надпись на спине у Ильи Владимировича Захарова. Прежде всего,
Металлург 2007 мы наблюдаем в составе команды Кузбасса. Ну и, повторюсь, прежде всего, уроженцев Новокузнецка. Есть ребята здесь и из других городов, из того же Междуреченска, из Барнаула, из Прокопьевска, из Новосибирска, как я уже говорил. Ну а вот что касается команды, которая представляет сегодня Уральский федеральный округ, то там именно представительство по регионам еще куда более расширенное, потому что помимо Магнитогорска и Челябинска есть Тюмень, Екатеринбург, Пермь, есть, разумеется, Тобольск, Тольятти. Вот повтор. Пытался в ближний угол завести шайбу, но как же он здорово все сделал. Как здорово Кирилл Богданов. Вот не сделал только одно, он не смог шайбу поднять. А в остальном все было великолепно. Давайте напомню вам, что завтра последний день этого хоккейного турнира. И, разумеется, решающие матчи мы покажем в прямом эфире на канале Матч Игра, как и сегодня. Так, и ворота возвращают на место. И специально обычных людей поддерживают трибуну. Поддержите его, друзья. Ну и что касается матчей решающих, то на сегодня мы показываем оба полуфинала. И завтра также на канале Матч Игра, а финал еще и на канале Матч Страна. Смотрите в прямом эфире. Игра за бронзовые медали начнется примерно в 10:55 по Москве. Именно эфир. И спустя 3 часа в 13:25, то есть в то же самое время, что и сегодня примерно, стартует игра решающая, игра финальная. И, разумеется, есть небольшое преимущество по, я думаю, что прежде всего времени восстановления и подготовки у сборной Сибирского федерального округа. Потому что она сегодня уже обыграла сборную дальневосточников 4-1 и ждет своего соперника. Вероятнее всего, это Урал, но кто знает. Отыграли здесь защитники Ивонин и Хабаров. Вот я думаю, что в ближайшие минут 5-6 еще постараются увеличить разрыв по счету эти парни. Но в остальном, наверное, уже будут просто спокойно матч доигрывать, чтобы избежать и травм, и лишних нервов, и так далее. Неплохой бросок от Ашихина. Сегодня он выделяется именно бросковой активностью. Но пока пробить что Бронникова, что Павлинского не получается. Перевод под красную линию. Можно в зону войти. Силовой прием. Досталось вновь Морозову. Сегодня он то в ворота вылетит, то в соперника. Жестко играет против него. Но это следствие в том числе и того, что парень не боится обыгрывать. Идет 1 в 1. И мы видим, что временами сегодня соперники, причем и те, и другие, позволяют друг другу себя проходить. Отыграли команды ровно 4 минуты. И пока не спешит нападающий первого звена Пимен. Пас под чужую синюю прошел. Сокольский сражается. Там же есть и Пимен. Вот пока борьба. Только борьба. Вот вход в зону. Попытка броска и попытка добивания следом. Но ни в первом случае, ни во втором шайба не дошла до вратаря. Борьба возле левого борта. Пимен. Его прижимает соперник. И прижимает так жестко, что даже отклеиться от борта невероятно сложно. Но проблема в том, что партнеров в черном здесь не хватило. И вот только сейчас подкатил уже в последнюю секунду буквально защитник Андрей Мурлев. Познал это. Мурашев перехватил. На пятак передачи. И шайба перед вратарем. И вот свисток. Причем свисток раздался как будто даже чуть ли не быстрее, чем вратарь шайбу прижал. Но в целом все вполне к этому и шло. Удалось шайбу отправить на пятак. И в результате этого свисток раздался. Она была прижата. Здорово сегодня Егор играет. И здесь, я думаю, что была у него мысль отправить шайбу на дальнюю штангу. Но все-таки уже была поставлена клюшка одним из оппонентов. И поэтому быстро задуманное осуществить не смог. Пожестче стараются играть и парни в белом. Но пока даже, в принципе, без силовых все получается у них. Намекая на то, что и в первом периоде, и во втором, как правило, жестко играли ребята из Кузбасса. Да, скажем, был хороший хит у того же Полковчука. Но в целом пока в основном силовая борьба — это то, чем пытаются брать соперника игроки Кузбасса. Исаев направо. Проходит
чужим воротам. Еще одна передача. Гашилов обыгрывает, бросает низом. Реагирует на сей раз вратарь. Через борт шайбу запускает защитник. И все-таки уже Гамзаков не сумел ее сохранить. Она попала в конек. И затем отскочила в сторону чужих ворот. Банальный вброс и продолжение борьбы за воротами, но в принципе этого хватает Степанову. Еще и передача прошла даже. Ровно 6 минут команды сыграли в этом периоде. И пока предпосылок к перелому в матче мы не видим. Степанов обыграл, сместился передачей и пытается сам он открыться, но нужен обратный пас. Пока вариантов нет. Здесь удалось соперникам сместить Вахмянина в сторону борта. С левой стороны относительно вратаря. Передача прошла и бросок. И здорово на сей раз действует уже и голкипер Павлинский. Но, конечно, если так раз за разом будет все открываться. Еще разок и шайбу в воротах. 7-1. И это Андрей Вахмянин. Мне кажется, именно в этой позиционной атаке все к такому исходу и шло. Вахмянин с партнерами шайбу сохраняли раз за разом. И они пытались довести дело до броска именно с близкой дистанции, с пятака. У них все получилось. Посмотрите на этот проход от третьего номера. Это защитник Никита Полтавчук. И по сути, вот этот гол мне очень напоминает шайбу Степанова в большинстве в первом периоде в эти же ворота. Тогда отдавался Соев. Сейчас он тоже был на льду. Но отдавал Полтавчук и забивал Вахмянин. У него дубль сегодня. Настроение великолепное. Большая радость и для парня, и для его семьи. Вот, наконец-то, и Полтавчук поучаствовал в голевой атаке, потому что сегодня защитники подключались постоянно. И отмечал передачу от Гамзакова в случае с голом по ходу первого периода. Полтавчук постоянно бросал, постоянно ищет варианты, по крайней мере. И просто так с шайбой не расстается. Вот, наконец-то, уже и он поучаствовал в голевой атаке. 7-1. Ну и, в принципе, здесь на турнире меньше семерки Урал не забивал. 7 Беларуси, 9 шайб в ворота сборной Сибирского федерального округа, которая, по сути, уже и ждет своего соперника по финалу. Ну и все понимают, что, скорее всего, это будет именно Урал. Повторение битвы в рамках группового этапа. (12:20) до конца этой встречи. Перевод под чужую синюю. Уже открылся слева партнер. Но пока продолжить атаку не получается. Ответ парней в черном. На скорости вновь с правого края. И все только отсюда. Все эти атаки идут именно справа. Вот даже и Герасимов проходил. Но вообще, как правило, в России праворуки играют слева. Если получилось иначе. Богданов. Принес шайбу Кирилл. Пытается отклеить ее от борта, помогает ему партнер. И Богданов вновь 1 в 1, и он обыгрывает. Но вот только пока пройти дальше не удается. Кирилл Богданов возле борта. Воронов там же. Вот сегодня именно это звено. Воронов, Отнагулов, Богданов смогло отличиться. И, пожалуй, Богданов был самым заметным. Воронов тоже обыгрывать не боялся. И Отнагулов забил. Вот каждый, в принципе, поучаствовал, даже учитывая, что Богданов не получил балл за передачу в случае с голом. Но не забывайте о том, что завтра, помимо игры финальной, сначала игра за третье место пройдет. И, разумеется, для Кузбасса, несмотря на потенциальное поражение сегодня, турнир не заканчивается. И мы посмотрим на противостояние завтра утром против сборной Дальневосточного федерального округа. Повторюсь, старт вполне привычное время в 11 утра по Москве. Довольно быстро матчи проходят. И, в принципе, до этого встречи тоже много времени не заняли. Здесь первый период прошел буквально за 26 минут. Второй особо не затянулся. Ну и буквально 11 минут остается до окончания третьего периода и, скорее всего, всей игры. Наверное, прежде всего за
вот такие проходы по краю весьма успешные местами. Стоит похвалить ребят из Кузбасса, они действовали смело. Да, возможно, не хватило сыгранности, где-то организации, где-то мастерства. Но они играли смело, они сегодня боролись достойно. И самое главное, что они хотя бы забили. В игре с таким мощным конкурентом это всегда приятно. Ну и в принципе во втором периоде намеки на борьбу в матче были. Проходит пасный пятак, но шайба не добирается до игрока в белой форме. Тут же ответ следует в обратную сторону. И вновь проход. Вот так вроде бы даже не через сброс, как правило, а через... Ух ты, момент! И через передачи входят в зону эти парни. Посмотрите, какие ситуации возникают даже на этом пятаке. Дмитрий Исаев один в один не обыграл. Отвечает соперник. И тут же потеря. Гашилов. Передача направо. Не проходит пока. Вот Гашилов сегодня вполне может зайти за дублем. Пока дубль у Вахмянина. Забивали сегодня Сокольский, Исаев, Степанов, Мурашев. Гашилов и также Атнагулов у сборной Кузбасса. Борьба за воротами. И очень здорово именно командно действуют парни в белом. Потому что один провел силовой, другой шайбу подобрал. В одиночку здесь, конечно, остановить было очень сложно своего оппонента. Еще один бросок, не самый опасный. Пас на пятаке, вроде бы есть там игрок, но без продолжения. Вот так раз за разом где-то, кстати, уже пошли и провалы перед своими воротами у ребят с Урала. Непорядок. Здесь желательно гораздо увереннее матч закончить. Исаев шайбу пропустил, сам поехал меняться. Появляется на льду и следующее звено, номинально уже третье. Сысоев, Вахмянин и Степанов. Перехват Сысоева. У него сегодня очень классные были передачи, а теперь он бросает сам. Но пока забить никак не получается в этом периоде. В принципе, да. Гол уже мы один увидели, но в целом пока такой активности, как была в первом периоде и, скажем, во втором от обеих команд, мы не видим. Блокировка. Еще одно ударение. Как-то многовато стало именно у Урала. Непорядок. Никита Полтавчук наказан малым штрафом за вот этот эпизод. Соперник был без шайбы, и того он подтолкнул в нейтральной зоне. Где-то это еще и, наверное, не то что отсутствие, а именно недостаток опыта. Парень талантливый, сегодня он уже играл неплохо. И посмотрим затем, как соперник постарается использовать большинство. Вот именно в первом периоде, как раз когда была атака на эти ворота, Кузбасс действовал остро. Были броски, был контроль. Не то чтобы все 2 минуты, но, по крайней мере, наконец-то мы говорили о опасности, которая раз за разом возникала возле ворот сборной Урала. Но Соколкин тоже хорош. Никита Полтавчук, number 3, benchmark penalty, interference. Пас направо. В центр можно бросать, но пока не рискуют хозяева льда. Все-таки, наверное, говорит, что это именно хозяева вполне справедливо. И никто из вас, друзья, не обидится. Так незаметно уже позади и 30 секунд большинства Кузбасского. Ух ты, падение, не 5 ли на 3 здесь. Вот непонятно пока, ну, судя по всему, нет, потому что вратарь на месте. Так что продолжается игра, и пора бы поторопиться. Тут дело даже, наверное, не в итоге матча, а в том, что нужно хорошенько хлопнуть дверью. Забить, улучшить цифры команде и себе все равно приятно. Тем более забить последний. Но для этого нужно, разумеется, во-первых, забить. И, во-вторых, не пропустить после этого. Пошла вторая минута. Очень неуверенно вошел в зону только один. Атнагулов, никто его не встретил, хотя вроде бы были и слева, и справа, и впереди соперники, но никто не помешал. Передача можно бросать, и Атнагулов пытался это сделать. Но шайба в последнюю секунду у него улетела с крюка. Так, музыка пока рановато, друзья. Видимо, посчитали, что там пауза, но нет. Перехват. 3 в 2. Даже 4 в 2 получается, но все-таки уже дальше не покатил. Один из защитников, и такого серьезного перевеса по игрокам не было. Перехват, и необходимо ее выбрасывать, что в принципе и происходит.
скамейка близко для смены, поэтому довольно уверенно смогли поменяться ребята из Урала. 6 минут 40 секунд до окончания этого периода. И последние 5 секунд игры в большинстве. По большому счету даже был шанс войти в зону, но не было даже этого. Урал в полном составе. Морозов перехватил, и его команда благодаря этим действиям смогла шайбу сохранить. Морозов через центр сам обыграл. Красиво. Пошел дальше. Очень смело. Морозов обыгрывает 1 в 1. С неудобной. И перекладывал шайбу дальше. Вот, в принципе, попасть в ближний угол там было реально. Но угол слишком островат. Продолжается борьба. Расторгуют Пиашикман и Морозов. Вся эта тройка сегодня выделяется. Они стараются. Они пытаются забить, но никак. Вот просто не идет. Вот здесь сегодня забили. Именно звенья. Но эта тройка пока ни в какую. Да, в принципе, и защитники не поучаствовали в голах. Говоря про Ивонина и Кабарова. Влетает еще одна. На сей раз Сокольский. 4-е звено, пускай не забила, но, в принципе, сделала важное дело. Она смогла здесь долго находиться с шайбой, с контролем. Крутила кружева. И в результате у соперника просто уже не было сил поменяться. Забивает Сокольский. И еще один игрок сегодня с дублем. Классная передача. Вот просто очень классная, выверенная. Прекрасный тайминг. И, наконец-то, игрок 4-го звена поучаствовал в голе. Да, забивает не Расторгуев, а Сокольский. Центр 1-го звена, он успел выйти на лед. Но отдает-то именно Ашикман, нападающий под 10-м номером. Так или иначе, я думаю, что завтра, во-первых, у Кузбасса будут шансы в матче за 3-е место, безусловно. И плюс ко всему, я думаю, что вот при такой игре, особенно в матчах на вылет, как сегодня, Урал и завтра будет фаворитом финального матча. 8-1. Ну, в принципе, все вполне очевидно. 7 шайб в игре с Беларусью, 9 в игре с Сибирским округом. В среднем было 8 за игру, вот и 8 сегодня. Поэтому те самые средние цифры, которые были актуальны на протяжении группового этапа, актуальны и сегодня. Здесь ничего нового. Под чужую зону от ребят в черном. Броска от Герасимова ему не помогают. Ровно 5 минут до конца. Пимен. Передача. Еще один пас набрашивается. А здесь проход получается. Полтавчук. Передача. Множество есть возможностей для броска, но здорово играет уже вратарь Павлинский. Да, такими шансами нужно пользоваться, даже понимая, что они на игру уже не влияют, но Мурашев не сумел оформить дубль. Лидер своей команды, лидер сборной. Очень многие сегодня, именно нападающие его команды, смогли хотя бы 1 балл заработать. Но я думаю, что наставник этой команды Роман Игоревич Кулевский, разумеется, доволен. Довольны и родственники, друзья, просто болельщики. Потому что сегодня с самого начала было видно, что вот эти ребята в белом собираются доминировать. И они, в принципе, это сделали. Да, может быть, где-то были по марке, учитывая множество удалений. Но в целом 8-1 просто без шансов. По всем уважении к весьма старательным по сегодняшнему матчу ребятам из Кузбасса. Так что завтра на канале Матч Игра смотрите и встречу за 3-е место и финал. В целом, кстати, Павлинский весьма неплохо пошел в игру, потому что у Бронникова, может быть, не все получилось. Были моменты, где он, ну, наверное, должен был выручать. Здесь мы говорим о том, что хватает классных бросков по его воротам. Но даже сейчас, когда можно было сделать счет уже 9-1, Павлинский выручил. Скидка на левый край. Лавр Гашилов. Он постепенно с центра перемещается налево. И сегодня эта история повторяется уже далеко не первый раз. Вход в зону, бросок. Не самый опасный, тем более, что там еще и потеря. Но есть подбор за парнями в черном. С неудобной туда и в сторону пятака. А где партнеры? Подбора нет, продолжения нет, угрозы нет. Вот и все.
По окончании матча, разумеется, не расходитесь, потому что посмотрим и вновь все голы, тем более их сегодня много. Я думаю, что это можно было предположить. Пока 9 шайб. Дойдут ли команды в сумме до двухзначного числа? Не исключено. Вахмянин. Ошибка при передаче. Вот такой брак, конечно, необходимо искоренять. Опять же, ребята молодые. Где-то так можно ошибаться, и, по крайней мере, это объяснимо. Но все равно завтра игра финальная, и подобный брак уже может быть наказуем. Ашиквин по центру улыбается. Прохор, настроение великолепное. Сегодня он таки набрал свой балл. Тот самый долгожданный по ходу третьего периода и поучаствовал в предыдущем взятии ворот. Тоже парень из Екатеринбурга, который всю свою пока что дисциплинарную карьеру проводит именно в родном городе. Ну и, в принципе, за сборную Урала того же самого постоянно выступает и на, скажем, первенстве федеральных округов является там лидером. Поскольку дальний угол не самый точный. Это уже такие больше вальяжные пошли входы в зону, броски. А вот залетит. Хорошо, не залетит не страшно. Но я думаю, что все равно свои цифры улучшить желает каждый игрок. Тем более, когда сегодня все получается. Пас назад. Прострел на Вахмянина не прошел. Вот пока в полной мере мы видим третью тройку. Контроль остается. Здорово действует защитник Коваленко. Пас в центр. Открывается Вахмянин. Сам идет на ворота. И отличная передача была по мысли от Степанова на Сысоева, но пас не прошел. 2:20 до конца. До сирены об окончании всего матча. И вот только тогда мы уже окончательно зафиксируем победу Урала и выход этой команды в финал. 29-20 по броскам в створ. То есть, в принципе, перевес заметный. Но доминирование именно по броскам в створ нет. Разница в реализации. И особенно в первой половине матча, конечно, это бросалось в глаза. Когда буквально каждая вторая, наверное, атака, особенно вот ребят из звеньев Сокольского, Гашилова, вот этих парней, конечно, вот они прям были очень хороши. А вот Сысоев, Бахмянин, Степанов уже проявили себя в большинстве. И потом у них пошла тоже игра. С острого угла наброс. Не самый опасный он получился. Открывается нападающий под чужой-синий. Можно пройти дальше, но все-таки уже был, наверное, некий риск. Морозов обыграл, но без броска. Вновь Филипп Шейб адресует на защитника. Можно пройти и бросить. Мамай смещается в центр. Пошел дальше. Понимает, что ему дают пройти, и он бросает. Неплохо. Наверное, при таком счете уже, конечно, и защитники могут себе позволить какие-то вольности, проходы к воротам, которые, как правило, даже, возможно, не соответствуют их стилю. Передача. Нужен бросок, и он есть. Очень сильный от защитника Гамзакова. Но его отчасти заблокировали. Последняя минута. Я думаю, что никто из вас не будет спорить, что это максимально заслуженная победа, вполне по делу, с большим запасом сегодня по игре. И прежде всего это разница в классе. Старание, разумеется, было у ребят из Кузбасса. Они сегодня молодцы, они сегодня забили. У них был очень качественный старт второго периода. Но в целом по матчу Урал заметно сильнее. Просто заметно. И цифры финальные это лишь подтвердят. Передача в центр. Есть шанс на одну из последних атак сегодня. Но, по крайней мере, решил поделиться шайбой здесь Богданов. Однако, без продолжения. Ответ ребят в белом. Оставление Полтавчука. Это ошибка. Последние 7 секунд. Но можно убежать 2-0. Богданов оставляет шайбу. И зачем он так сделал? Не знаю. Но, возможно, решил просто поделиться, потому что он не жадный. Но, конечно, он и сам вполне мог там бросать. И не сказал бы, что это была идеальная игра в целом от Урала. Но в атаке, конечно, класс этой команды сказался. И они были очень хороши. Сокольский, Исаев и Степанов в большинстве в первом периоде. Вахмянин, Мурашев в меньшинстве и Гашилов во втором периоде. Затем Вахмянин и Сокольский еще раз. У каждого из этих парней по дублю в третьем периоде. И только Дамир Атнагулов забил. Пускай, конечно, классный гол, очень красивый и довольно эмоциональным он получился для его команды. Так что достойная борьба, но
разрыв по счету и по игре в атаке получился очень значительным. И в целом игра сегодня прошла весьма быстро. Были отрезки долгие, вообще без остановок, и бросков хватает. В целом нормальные цифры, 20-29. Перевес есть у сборной Урала. Но шайбы не всегда вратари фиксировали сразу. То есть, как правило, либо они ее отражали, либо брали и вводили в игру быстро. Смотрим самые яркие моменты сегодняшнего матча, а именно голы. Гол в первом периоде Сокольского, Мурашев и Пимен. Классную комбинацию помогли ему нарисовать. Последняя передача на заглядении. Разумеется, здесь ситуация такая, что Сокольский мог, наверное, бросить в касание, но он не стал рисковать. Он обыграл и сделал все гораздо красивее. И самое главное, что все это было эффективно. Затем проходит буквально 15 секунд. Еще одно взятие ворот на сердце исполнения Дмитрия Исаева. И это красиво, это быстро. Конников, Гамзаков. Помог защитник. Две передачи с неудобной. И затем завершает он броском в ближний угол. Но это не все для первого периода, потому что Сысоев делает пас и завершает атаку Степанов. Ближе к концу стартовой трети матча. Красиво. И вот, пожалуй, этот гол уже, наверное, подтвердил опасение, что, скорее всего, результат будет довольно крупным. Боролись ребята из Кузбасса, и начало второго периода у них было весьма продуктивным, но все-таки пропустили они. Затем уже Вахмянин постарался, и буквально каждое из звеньев сегодня смогло соорудить по голу. Вахмянин забивает, Сысоев вновь адресует. После этого пошли удаления, как ни странно, у сборной Урала, но даже в меньшинстве сумел забить Егор Мурашев. Классная передача, и 13-й номер делает все очень красиво. Сокольский отдает. У него сегодня тоже в статистике 3 балла, 2 гола и передача, но пока мы говорим только про события второго периода, а там забивает и Отнагулов. Очень эмоционально этот нападающий встречает взятие ворот. Классная передача от Воронова, и затем Отнагулов принимает поздравления, и он стал первым и, увы, единственным игроком сегодня в своей команды, который сумел забить. До перерыва забивает Лавр Гашилов. Неочевидный момент, но классная передача от Исаева. Он хороший тайминг, и затем уже вгоняет шайбу в ближний верхний угол. Красивое празднование для красивого гола, разумеется. Период третий, и теперь уже Вахмянин забивает в касание. Это отчасти гол, похожий именно, повторюсь, отчасти на шайбу от Нагулова в ворота Урала, но теперь уже в касание забивают другие ворота. Вахмянин красиво все сделал Полтавчук, передача, и в итоге отличается нападающий третьего звена, именно центральный. Но и это тоже не все, потому что была классная комбинация, которую завершил Сокольский. Две передачи, разрезающие последний пас у Ашихмина, и он стал первым игроком из четвертой тройки, который сегодня сумел набрать очки. Вполне по делу, и благодаря этой победе завтра ребята в белом, ребята, представляющие Уральский федеральный округ, сыграют в финальном матче этого хоккейного турнира против сборной Сибирского федерального округа. Финальные цифры вашему вниманию. Ну и пришло время прощаться. Большое спасибо вам за внимание, коллегам за работу, командам за игру. Для вас работал Антон Васятин. Всем пока. Number 11. Михаил
27. Артема Конюкова, номер 5. Шайбу забросил Дмитрий Исаев, номер 24. Пройдут сразу 3 матча. Товарищеская встреча Узбекистана и Якутия в 11:00. Хочется, чтобы вас было не только слышно, но еще и видно. Передачи Данила Сысовой, номер 9. То, что вы расстроились, это мало. Конечно, 60. Hold it. игра за 3-е место. Дальний Восток против команды, которая сегодня уступит. И в 17:30. The match is over. The score is